В этом году как никогда за сутки использовано 72 миллиона киловатт-часов электроэнергии. В настоящее время страна не может производить больше электроэнергии. В настоящее время в отрасли имеется долг в размере 137 миллиардов сомов. Нам нужно построить новые гидроэлектростанции и тепловые электростанции, чтобы обеспечить население больше электричеством. Как их можно построить, если в стране нет денег? Вот почему для энергетической отрасли нужно зарабатывать деньги. Поэтому этот вопрос нужно рассматривать в свете тарифной политики. Например, некоторые страны снизили тарифы для уязвимых слоев населения. Однако существует отдельный тариф для тех, кто использует меньше, и для тех, кто использует больше. В Кыргызстане стоимость электроэнергии до 70 киловатт-часов составляет 77 тиынов. Те, кто употребляет больше, платят 2 сома 16 тиынов. Тарифы для промышленности и сельского хозяйства и государственных учреждений установлены в размере 2 сомов 24 тиынов. Это самая низкая цена по сравнению с другими странами. Это очень низкая ставка, такого тарифа нет ни в одной стране. Потом нам говорят, что это социальный тариф. Это стало не только экономической, но и политической основой. Когда члены Джоргу Кенеша или правительство поднимают вопрос, все говорят о тарифах. Тариф должен быть действительно социальным. В нашей стране этого не происходит. Теперь впервые за много лет правительство заявило об этом. Мощность нынешней энергосистемы – это мощность советских времен. С тех пор мощность не менялась. При этом для счастья кыргызского народа построена огромная ГЭС. Энергосистема для генерации достигла предела. Она больше не может производить электричество. Следовательно, необходимо дальнейшее увеличение мощности генерации и строительства новых ГЭС. Энергетики говорят, что если тариф не сегодня, то завтра он поднимется. Как только отрасль станет самодостаточной, стоимость постепенно снова упадет. Действующий тариф даже ниже, чем сама цена на электроэнергию. Например, стоимость электроэнергии в ГЭС составляет 18 тиынов. После выхода из ГЭС ее обязательно надо доставить в каждую семью, учреждение и предприятие.